Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Иоанну. Слава Тебе, Пане. Коли был вечер того первого дня тыдня, и двери дома, где збирались учни, были замкнены от страху, перед юдеями пришел Иисус и стал посередине и сказал им: «Спокой вам». И сказавши это, показал им руки и бок. Узрадовались учни, убачивши Пана. Тогда Иисус знов сказал им: «Спокой вам. Як послал меня Отец, так и я посылаю вас». И сказавши это, дыхнул и каже: «Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будут отпущены. На ким покинете, на тем застанутся». Томаш, один з 12, названий Близня, не был з ними, коли пришел Иисус. Інші учні казали ему: «Мы бачили Пана». Але он сказал им: «Коли не убачу на руках его рану от цвіков, и не укладу пальца своего у раны от цвіков, и не укладу руки своей у бок его, не поверу». И праз 8 дён знов были в доме учни его, и Томаш с ними. Хоть двери были замкнены, пришел Иисус, стал посередине и сказал: «Спокой вам». Потім каже Томашу: «Дай сюди палець твой и погляди на руки мои. Дай руку твою и уклади у бок мой. И не будь неверующим, але верующим». Томаш, отказываючи, сказал ему: «Пан мой и Бог мой». Иисус каже ему: «Ты поверил, Томаш, тому, что убачил меня. Щасливые ты, хто не бачил, а поверил». Шмат інших цудов, про які не написано в этой книзе, учинил Иисус перед учнями своими. Это ж написано, как вы поверили, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, и как верующие вы имели життё в имя Его. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Христос воскрес! Сапраўды воскрес. Дорогие братья и сестры, хочу показать, насколько сегодняшнее Евангелие актуально для того, что мы переживаем у ситуации глобальной пандемии в свете. Зауважте, Иисус приходить до своих учнів, які знаходяться разом, але дома, и двери дома были замкнены от страху. Ведомо, что в той час они были замкнены от страху перед юдеями, как читаем в Евангелии. Але зауважте, як сьогодні. Сьогодні многие доmy, многие двери домов наших христиан замкнены от страху. И многих христиан сегодня нема в храмах. Ни в церкві православній, які сьогодні святкують так само Пасху, ні католикам. Страх. Але Ісус приходить раз замкненные двери, становится посередине и каже: «Спокой вам». Замкненные двери от страху чи не от страху не з'являються перешкодою для Ісуса воскреслого. Мои дорогие братья и сестры, Иисус сегодня так само уваходить у наши доmy
праз замкнёныя дзверы і кажа: спакой вам. Иисус несе спокой. Иисус неоднократно, объявляющийся своим учням после воскрешения, каже: не бойтесь и примите спокой, мир. Глобальная пандемия. Многие поддаются паническому страху. У многих сердцах людских панує неспокой. За себе, за свою дочку, за своего сына, за свою мать, за своих родных, за близких, за будущее. Что будет далее? Страх. Иисус уваходит у воскреслый и каже: спокой вам. Сегодня в неделю Божьей милосердности мы особливым чином глядим на образ Иисуса. Иисуса воскреслого, який приходить до нас, так як до апостолов, со своими открытыми ранами, и показывая нам на самую головную рану, левой рукой показывая на рану, открытую рану своего сердца, и правой рукой благословляя. Чим кажу сьогодні казати? Тим, як ми, так як невіруючий Томаш, уклали свою руку у бок Иисуса. Поглядите, коли апостоли были разом, не было Томаша. И каждый год в неделю милосердности мы эту Евангелию разважаем. И что каже Иисус? Томашу, который у своем сердце и публично заявляет перед апостолами: коли не убачу на руках его рана от цвіков, и не укладу пальца у раны цвіков, и, увага, не укладу руки своей у бок его, не поверю. А Иисус сегодня показывает нам свое открытое сердце. Иисус дает нам можливість укласти руку у его неоткрытый бок. Оттуль вытекли вода и кровь. Это промни милосердности, это промни Божьей любви. Господь хочет, как мы открыли свое сердце на открытое сердце Иисуса. Браты и сестры, сердце Иисуса открыто. От моменту, когда на крыже был пробитый Бог, сердце Иисуса открыто. И когда Христос приходит у воскреслый до апостолов и каже Томашу: уклади руку свою у бок. Ще раз послухаем Евангелие, что отказывает Иисус, когда другий раз приходит, и там был уже Томаш. И Иисус каже ему: Томашу, дай себе палец свой, погляди на мои руки, дай руку твою и уклади в бок мой. Погляди, что мой бок открытый, погляди, что мое сердце открыто, и не будь неверующим, але будь верующим. Когда мы переживали Вигилию Пасхи в ночь у парафии, я казал своим парафиянам про открытость сердца. Господь хочет, чтобы мы открыли сердце. Навошта нам открыть сердце? Потому что Бог первый открыл для нас сердце. Бог праз Иисуса открыл для нас свое сердце, ему открыто. И Бог хочет, чтобы мы открылись Ему. Сегодня многие двери замкненные от страха. А Христос уходит, помимо закрытых дверей, каже: укладите руку свою в мой бок, поглядите, мое сердце открыто, и откройте свое сердце, и отримайте спокой душам вашим. Чому в наших серцях панує страх?
Тому що серце зранене. Тому що серце наповнене страхом. Тому що серце наповнене кривдами. Серце наповнене непробаченням. Серце наповнене некими материальными клопотами, а будучи ненормальным таким, что мы просто сами не видим, а что будет далее, а як будет, а что має быть? Чего бы Бог не ведал? Все под Божьим контролем. Христиане это от веков переживали. Вельми важно, брати і сестри, как мы у неділю милосердности не только убачили открытое сердце Иисуса, але захотели укласть руку свою у бок Иисуса, докрануться раны Иисуса и зразуметь, что сердце Иисуса открыто, и любовь Божия хочет переменить твое сердце, хочет знищить у твоїм серці усялякі болі, усялякі рани. Я сьогодні раніше, коли молився, у душі моєї був такий клич до Отца. Я молячись, я сказав Богу так: Отец, я прославляю Тебе и дякую Тебе за раны Иисуса. Особливо за открытое сердце Иисуса, бо в этих ранах я вылечил все свои раны, починаючи с детинства. Люди сегодня боятся смерти, люди боятся хвороба страху. Мои дорогие, самая страшная хвороба души, самая страшная боль, какие люди переживают, это боль сердца, это боль души. Не сгодитесь со мной, что самая страшная боль – это боль сердца, это боль души. И вот эту боль души, боль сердца может вылечить только Иисус. Тому Он открыл свое сердце для нас. Как мы могли отдать Иисусу то, что в нашем сердце лежит и болит. А поверьте мне, что наше сердце зранено. Я не потребуется оздоровления. Я не потребуется пробачения. Одним из самых страшных болей нашего сердца это кривды. Это нежелание пробачить. Это замыкание сердца на Божью любовь, на Божье пробачение. И мы годами, мы десятками годов носим у своей души кривды, не даючи ради з ними. Мы не ведаем, откуда у нас гнев, мы не ведаем, откуда у нас ненависть, мы не ведаем, откуда у нас злость, вульгарщина. Из нас вылазит некое зло, которого мы не хотим, и не ведаем, откуда оно у нас берется, а душа наша и сердце наше зранено. Сегодня Иисус, открывая свое сердце, и кажет: дитя мое, уклади руку у бок мой, и не будь недоверком. Але будь верующим. Что тебе сегодня турбует? Про что ты боишься? Ты боишься про себя? Ты боишься про детей своих? А ты подумал? Ты подумала, что, быть может, 10 або 20 годов твоей души из великая крылда до твоей матери, або до твоего батьки, и ты этим знищаешь свою любовь дитяти до батьков десятками годов и не зауважаешь, что это страшная боль, которая приносит тебе хворобу не только духовные, але и физичные. Это уже доказано науково, что когда человеку души зранены, что его на психологичный стан постоянно нервовый и так далее, то у всяких хвороб, и онкология вылезет, и гипертония вылезет, и іншие хвороби вылезут. Сердце зранено, сердце надо лечить. Мы паникуем и боимся смерти. Смерть придя, браты и сестры, смерть придя, никуда мы от смерти не убежим. В этом году, типа, с 10 годов. Але страшно
адысці з гэтага свету непакаяным, страшна адысці з гэтага свету з болем сэрца, з болем душы. Калі ты ўбачыш правду на суде Божьем і зразумееш, што не прабачаючы сваіх блізкіх і сваіх родных і носячы на них крыўду, злосць, ты сам сябе змушаеш да чысцілішча. Твае пакуты будуць працягвацца яшчэ невядомы час. Бо ў Бібліі сказано, нішто нечыстае не ўвойдзе ў царства владарства Божие. Людзі спалохаліся коронавіруса. Граху трэба баяцца. Смерці душы трэба баяцца, а не коронавіруса. Сёння один вірус, праз 10 гадоў прыйдзе другі вірус. Мы живем у такие часы, когда мы сами создаем себе проблемы. Люди сами создают себе проблемы. И они будут постоянно. Але ты и я, кожный, откажа на суде Божьем за свой стан души. В Библии сказано, что отдаси взамен за свою душу. Вот об этом треба бояться. Ты не в состоянии забеспечить своих детей и своих близких от смерти. Нет состояния. Никто не сможет это сконтролировать. Да, треба заховывать все сродки безпеки. Мы это робим, мы же разумные люди, нет? И нават костёл на это закликает. И тому костёла сегодня людей мало. Але слава Богу, дякуйте Господу, что еще у нас, в нашей краине, покуль мы можем принимать Иисуса, покуль мы можем приходить до сердца Иисуса и тут с Иисусом лечить раны нашей души. Самое головне. Я звертаюся зараз до тих, хто сидить вдома при закритих дверях від страху. Не осуджаючи вас, мої дорогі брати і сестри. Бо розумний підход повинен бути. Люди сталого зросту, люди, які мають слабий імунітет, люди, які панічно бояться этого. Маєте на это право, когда костел дал диспенсию, можете не ходить в храм. Але помните, Иисус у воскреслый уваходит в твой дом про замкненные двери. Гляди, как твое сердце не было замкнено. Бо коли сердце будет замкнено, то ты николи не переживешь у воскресения. Ты николи не досвідчиш Божьей любови. А как раз таки теперь Господь дает этот момент, коли паничный страх является фундаментом для злого духа, закрыть твое сердце на Бога. Не можешь отдаться этому. И не повинен. Иисус скажет: уклади у Бог мой руку свою. И не будь неверующим, але верующим. Доверься мне. Доверь мне боль своей души. Доверь мне проблемы твоего сердца. Доверь мне твои крылды. Доверь мне твою ненависть. Доверь мне твою злость. Доверь мне твои проблемы моральные. Все 7 грехов, с которыми ты борыкаешься столько годов и не даешь рады. Доверь мне их. И открой свое сердце и прими промни милосердности. Христос подчас своих объявлений для сестры Фаустины сказал, что души, які приблизятся до меня у святой милосердности, отримають особливую ласку и любовь. Тому сегодня это день, когда сердце Иисуса не только открыто, но оно открыто завсёды. А из этого сердца льется поток Божьей милосердности, креница Божьей милосердности. Черпай, напивайся, обмывайся, очищайся у сердца Иисуса. Отдай
увесь боль твоего сердца для Иисуса. И станешь верующим. Не будешь недоверком, а будешь верующим. Так обещал Иисус Томашу. Я не думаю, что Томаш уже, почувший ненавита сердцем Иисуса, захотел укласть ему уже в клубок. Не думаю, что это уже было потребно. Томаш зрозумел, что сердце Иисуса открыто и что он может ему доверить сердце. Тому, мои дорогие братья и сестры, наибольшая рана, найценнейшая рана – это рана на сердце Иисуса. И твои раны, раны твоего сердца, могут быть залечены только тогда, когда ты сердце свое откроешь и отдаси сердце Иисуса. А у пророка Исаии мы читаем: ранами твоими мы оздоровлены.